Рассказывая о новом учреждении, ухтинские наркологи не раз поправляли журналистов. Это не медвытрезвитель, а отделение для лиц, находящихся в состоянии опьянения. Тех, кто утратил способность ориентироваться в окружающей обстановке и не нуждается в оказании медицинской помощи. Название длинное и сложное, суть простая. Здесь те, кто не рассчитал свои силы, смогут просто отоспаться. В самом отделении будут дежурить только медсестра и санитарка. А если вдруг пациенту станет плохо, по соседству всегда есть врачи. Опьянение любое, оно может развиться и усугубиться, да. Если вдруг понадобится какая-то помощь, то она была оказана немедленно здесь и сейчас. Тем более, что за дверями у нас наркологическое отделение неотложной наркологической помощи, а рядом еще и Ухтинская горбольница. Отделение рассчитано всего на 3 пациентов, но здесь готовы расширять площади по необходимости. Сыктывкарский медвытрезвитель будет однозначно больше. Сейчас проект находится на госэкспертизе. Капитальный ремонт до конца года планируют провести в двухэтажном здании в местечке Дырнос. Раньше помещение принадлежало банно-прачечному тресту. На 1-м этаже разместят койки для пациентов, 2-й отдадут под химико-токсикологическую лабораторию. В химико-токсикологической лаборатории в основном, будет проводить химико-токсикологические исследования биологических сред на предмет выявления наркотических и психотропных веществ в биологических средах человека. И определение алкоголя тоже в биологических средах. То есть для этого у нас в настоящее время есть современные эффективные анализаторы, хроматомасс-спектрометры и хроматографы для определения алкоголя. В новое здание медвытрезвителя планируют перевести и кабинет медосвидетельствования. Сегодня он работает в одном из отделений республиканского наркологического диспансера. Здесь ведут прием наркологи, и места всем явно не хватает. Так что дополнительное помещение позволит разгрузить столичную наркологическую службу. Константин Куратов, Виктория Палкина, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта, Сыктывкар.